Господи, помилуй, Господи, прости. Дорогие братья и сестры, мы видим, какие события разворачиваются в нашем мире. Какое тяжкое время настало. Но что нужно делать простым христианам? Каяться. Спасает да спасет свою душу. Написано в Отечнике, Игнатий Бречининов пишет, святитель, спасает да спасет свою душу. Сказано остатку христиан, сказано Духом Божьим. Себя спасает, то есть нужно заняться спасением своей души. А как это заняться? Это значит покаяться. Нужно заниматься покаянием, вглядываться в свою душу. Апостол Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение, то есть каяться, покаяться от всего сердца. Покайтесь и веруйте в Евангелие, говорит Господь Иисус Христос. Покаяние есть три составных части. Первое – это сокрушение, второе – это исповедь, и третье – это удовлетворение за грехи, как пишет преподобный Никодим Святогорец. Сокрушение. Нужно сокрушиться, нужно знать грехи. Часто наша совесть молчит, как в Писании сказано, люди с сожженной совестью. Поэтому надо вспоминать, вот есть такие тексты, вот списки грехов. Вот я, если Богу будет угодно, я же выпущу видео, где будет покаяние по 10 заповедям Божьим. То есть генеральная исповедь по 10 заповедям, чтобы знать грехи, чтобы сокрушаться в них. Бывает, совесть наша молчит, мы не знаем наши грехи. Сокрушаться в грехах нужно, понимая, что грехами мы оскорбили Бога. Как сказано в Святом Писании, послании к римлянам, 2 глава, 23 стих, что мы своими грехами как бы бесчестим Бога. То есть мы своими грехами оскорбили Бога. Потом нужно понимать, что мы как неблагодарные дети оскорбляем своего Отца Небесного. Вот когда вот дети выказывают к родителям какую-то неблагодарность, какое-то непослушание, какое-то вопиющее что-то, какое-то зло, то это так плохо. А вот мы, Бог наш Отец, а мы выказываем к Нему такую неблагодарность своими грехами. Далее, понимать, что грехами своими мы как бы Спасителя, вот вопиющая неблагодарность к искуплению, которое Господь Иисус Христос за нас распялся на кресте, за наши грехи претерпел муки, а мы своими грехами как бы снова распинаем Спаситель. Грех ведет к потере благодати, потере вечного райского блаженства, и вечную муку нам грехи удостаивают нас, что мы с грехами своими заслужим вечную муку. Вот вспоминать эти моменты, сокрушаться сердцем. Поэтому нужно дальше сокрушиться, помолиться, оплакать, если можно, свои грехи, как бы молиться Богу: Господи, прости меня, я как-то делал то, вот греховно, прости меня грешного, молиться Иисусовой молитвой, молитвой Матаря Божией, милости будь мне грешным, чтобы прийти к сокрушению сердца. Потом нужно идти на исповеди. В исповеди нужно, чтобы был духовник опытный, и исповедоваться нужно с сокрушенным сердцем. Обвиняй себя, не обвиняй никого другого. Исповедуется с прямотой, без стыда, не скрывая согрешения. Потому что было видение одному монаху, когда он видел, что человек один исповедовался, у него, когда он исповедовал грех, змея выпрыгивала изо рта, а вот он уже подошел, хотел исповедоваться, но большая змея вылезла наполовину, но он постыдился, не исповедовался, и все змеи запрыгнули. Поэтому не надо стыдиться и исповедоваться. И третье – это удовлетворение за грех. То есть нужно за грех вот нести, вот если грехи там тяжкие, какие-то епитимии, нужно попросить у духовника, чтобы назначить какую-то епитимию, или пост, или поклоны. Вот. Творить добрые дела. То есть в Евангелии сказано: сотворите достойно плоды покаяния. То есть покаяние должно не просто сокрушение, не просто исповедь, а плоды покаяния. Это добрые дела, это пост, это милостыня. Это противоположные дела нашим грехам. Например, если человек злоупотреблял алкоголь, объедался, нужно что? Поститься. Если человек оскорбил другого человека, что-то накричал на него, нужно наоборот примириться с ним и сделать противоположное. Сказать там добрые слова человеку. Если человек делал аборты, то есть нужно наоборот сделать. Помогать сиротам, тем детям, которые остались без родителей. И если человек, например, блудил, то наоборот воздерживать глаза. Если, например, идет женщина красивая или мужчина там разодетый, наоборот, проходить мимо, отворачивать глаз, отворачивать от этих всех реклам, чтобы у нас были плоды покаяния.
И далее нужно хранить себя после исповеди, хранить. Как хранить себя, чтобы больше грехи не делать. Это вот как Игнатий Бречининов говорит, что значит покаяться? Значит сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои. То есть отвергнуть от себя не только явные грехи, убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубное развлечение, и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные. То есть нужно иметь сокрушение сердца. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. И вот сокрушаться о своих грехах, о прошлых грехах, но особо их не вспоминая. Особенно блудные грехи не вспоминать. Вот Марк Подвижник такое говорит, что не надо в общих чертах. Господи, помилуй меня, что я много грешил. Сокрушение сердца, оно ведет к исцелению. Далее, удаление от причин греха. Вот если человек делал грех, то там друзья какие-то были, там, например, выпивал с ними или наркотики, то прекратить это общение. Если какие-то блудные грехи делал, тоже прекратить общение. Если какие-то грешил где-то у себя в помещении, вот старцы говорят, там, сделать ремонт, если невозможно, хотя бы мебель передвинуть, чтобы как-то было вот это вот, и удаляться от причин греха. И третье, это частая исповедь. Нужно часто исповедоваться. Святитель Игнатий Бринчанинов говорит, что никак невозможно преодолеть грехи, как только частую исповедью. Если мы подаем какие-то грехи, даже мысленно, часто исповедоваться, ну, например, христианам святые отцы говорят, что исповедоваться вот хотя бы раз в месяц на исповедь приходить, можно даже больше, вот как вот по зову сердца. И вот, братья и сестры, покаяние открывает нам райские двери, и поэтому так важно вот в наше время, когда вокруг вот это все рушится, когда вокруг такие события, все смотреть в свое сердце, покаянием только спасать свою душу, спасать покаянием, при помощи Божией, молитвой, покаянием, сокрушением в своих грехах, потому что покаяние открывает нам райские двери. В раю нераскаянных нет, поэтому будем трудиться, дорогие братья и сестры, на поприще покаяния, вглядываясь в свою душу, читая Святое Писание, вникая в себя и в учение, и будем каяться в своих грехах, и часто исповедь, сокрушение в грехах, исповедь и плоды покаяния, то есть добрые дела, противоположное нашим грехам.